Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Что войдет в вашу жизнь нежданно и негаданно? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте свои временные рамки, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Нежданно и негаданно. Стрелка. А вы знаете, вас кто-то ищет прямо сейчас. Вас ищет человек, и по каким-то знакам, стрелкам, подсказкам этот человек вас найдет и войдет в вашу жизнь. Если меня смотрит женщина, то вас ищет мужчина. Если смотрит мужчина, то вас ищет женщина. Человек, возможно, давно вас ищет. И у человека нет конкретной информации, где вы, как с вами связаться. Информация такая, знаете, крупицы всего лишь. Вот стрелочки, какие-то знаки, буквы, символы. Но человек не сдастся и вас обязательно найдет. В тот срок, который вы загадали, этот человек вас найдет. И вы, конечно же, очень сильно удивитесь, а кто-то из вас прям будет шокирован тем, что этот человек, мало того, что вас не забыл, так еще так долго разыскивал и смог таки найти. Этот человек войдет в вашу жизнь и останется в вашей жизни прям надолго. Это серьезно. У кого-то это прям любовь и брак, а у кого-то взаимодействие, может быть, дружба, либо какие-то деловые отношения могут отыграться. Да, ищет уже сейчас и обязательно вас найдет. И это будет шок, это будет удивление, и также это будет вам приятно. Да? Приятно, да, что человек искал, столько времени потратил и таки нашел. И то, с чем этот человек придет, вам тоже будет приятно. Да? Причина, почему искал вас. Дальше. Нежданно и негаданно. Какой-то вопрос решится. Причем он не просто решится, он как будто бы так раз и схлопнулся. Было что-то большое и неподъемное, а потом раз и схлопнулось. Вас буквально высшие силы от этой проблемы, от этого вопроса освобождают. Вы выдыхаете, и, конечно же, вы будете благодарить высшие силы. Вы даже посчитаете, что это какое-то чудесное событие, что это чудо в вашей жизни. Проблема сложная, либо вопрос, который долго не решался. Возможно, вы не знали, что с этим делать. Вы не могли ни сами поднять, ни кого-то попросить. Да? Может быть, никто не мог помочь, а может, люди отказывались, либо просили какие-то нереальные, невменяемые деньги за помощь. А тут раз и схлопнулось, как будто бы и не было. Чудесное событие, которое в вашей памяти надолго засядет. И когда это с вами случится, не забудьте сделать откуп. Не забудьте не только словами поблагодарить высшие силы, но и через откуп. Это может быть что угодно. Вы можете пожертвовать деньги, вы можете покормить птиц, либо бездомных животных, вы можете какую-то гуманитарную акцию провести, да, купить что-то и дать малоимущим людям. Да, 1000 вариантов есть откупа. Главное, чтобы вы не забыли и это сделали. И тогда подобные чудеса в вашей жизни будут еще и еще повторяться. Да, это чудо, настоящее чудо. Небеса помогают и схлопывают эту проблему, либо этот вопрос, и все, вам делать ничего не надо. Все случится само собой. Дальше. Нежданно и негаданно. Придут люди к вам с просьбой. Эти люди будут зависеть от вас. Сейчас эти люди как-то, вот знаете, вдалеке от вас и занимают такую позицию, что они вами как пренебрегают, да? Что вот прям показывают, что вы никто, а они типа такие царьки там, да, либо царицы.
сами дистанцировались от вас, могли еще обидеть. Но опять же, вот такое отношение, оно очень обидное, когда они из себя там строят царей, да, а вы как будто бы грязь, да, вот такое вот даже отношение. Я вижу, что они будут на вашем пороге, они будут оббивать ваш порог, они будут стоять с протянутыми руками. То есть, возможно, да, действительно, только лишь вы можете помочь, либо только лишь от вас будет зависеть дальнейшая как участь этих людей, там, судьба и жизнь. В ваших руках их будущее. И да, они, конечно, по-другому будут себя вести, по-другому будут с вами общаться. И прям, знаете, как бабка пошептала, небо и земля разница между тем, что сейчас происходит, и тем, что будет в будущем. Вот в тот срок, который вы загадали. Придут, приползут, прибегут. Понимаете, вот вы главный человек, вы решаете. Либо только лишь вы можете помочь. Вот какая-то такая ситуация. Дальше. Вижу человека, который с одной лошади на другую перескакивает, причем на полном ходу. Да, лошади бегут, скачут, и человек с одной лошади на другую перескакивает. Поменять работу, не отрываясь от рабочего места, либо у кого-то так может отыграться преуспеть в двух разных работах, либо в работе и в бизнесе. То есть и там получится преуспеть. Потому что лошади как-то параллельно скачут, да? Вы можете перескакивать оттуда туда, сюда, да, вот как-то так делать. Но кто-то действительно поменяет работу. Я так понимаю, что вы работаете, к вам могут обратиться с хорошим оффером, да, с хорошим предложением, и вы согласитесь, и буквально на следующий день уже в другой фирме работаете. Очень крутой знак. Отыграться может как и для вас, так и для вашего любимого человека. Ребенка, мужа, жены, смотря кто меня смотрит. Это прям какие-то чудеса. Это, как в цирке, да? В цирке показывают такие представления. Да, это будет происходить. Понятно, что никто не ждет сейчас. И это будет настолько резко, настолько динамично, что впору испугаться, но не будет времени на то, чтобы пугаться. Просто такая необходимость, либо возможность возникнет, и человек это сделает. Вы, либо ваш близкий человек. Дальше. Нежданно и негаданно. С неба что-то упадет. Прям в руки вам упадет. Деньги, возможности, подарки, что-то упадет, что-то небольшое, но для вас это ценно, да? Потому что с неба упало. За красивые глаза, и останется открытым вопрос, да, почему. Я так понимаю, что вы заслужили, это вам награда, либо воздаяние за ваши прошлые поступки. Мне идет, что с неба падает. Если деньги, то, скорее всего, это какой-то перевод денежный там, через интернет, либо банковский перевод, либо какая-то платежная система, да, упадет. Если это подарок, то подарок будет именно заслуженный, и через этот подарок люди выражают свое истинное отношение к вам. То есть, возможно, вы кому-то когда-то помогли, и эти люди, скопили денег и купили вам хороший, дорогой, ценный подарок. Прям не идет, что упадет. Упадет, и вы будете, конечно, рады. Дальше. Нежданно-негаданно. В вашем окружении себя проявит наглая крыса. Человек, который всегда был крысой, но очень как тщательно это скрывал, прятал, так, чтобы никто не догадался. И, возможно, даже этот человек какие-то такие поступки совершал, что прям вообще ни у кого сомнений не было, что это человек порядочный. То есть, знаете, как наиграно все было. И я вижу, что эта крыса, она сама себя выдает. Буквально, да, то ли нервы сдадут, то ли чего-то испугается. Прям выдаст себя с потрохами. Буквально человек признается во всем, что сделал, да, делал, замышлял. И это тоже будет шок. Но я вижу, что люди все по-разному реагируют. Кто-то прям так и не поверит, скажет, нет, этот человек шутит, либо сам себя оговаривает, может, кого-то спасти пытается, выгородить. А кто-то, как вы, например, и поверит,
и какие-то вот параллели проведет и скажет, да, точно были признаки, были знаки, но человек мастерски все это скрывал. А позитивно это то, что эта крыса, она уйдет, уедет, как-то, знаете, исчезнет из вашего пространства, и больше вы этого человека не увидите. И еще я вижу, что какие-то давнишние проблемы, вот ноги, да, этих давнишних проблем — это крыса. То есть вы сможете понять, почему в прошлом что-то плохое случилось, да, кто виноват, кто это сделал. Вот. Но крысы больше не будет. Мне почему-то кажется, что какое-то выгорание, перегорание, нервы сдадут. Ну, либо высшие силы придавят, да, и человек вот начнет говорить, рассказывать про свою грязную деятельность, крысиную жизнь. Дальше. Нежданно и негаданно вы себе что-то купите. Вот знаете, такие вот покупки, когда ты на что-то копишь, либо у тебя денег мало, а ты идешь где-то среди витрин и видишь что-то, что тебя прям цепляет, как гипнотизирует, и с собой ничего не можешь поделать, ты просто идешь и покупаешь. А у кого-то отыграется, что настолько выгодное предложение, что ну просто грех отказаться, да? Дешевле не бывает, ну буквально что даром. Вот, пойдете на такую покупку. Кстати, у кого-то еще может такое быть не кредитное предложение, а скорее всего как рассрочка. Знаете, вот бывают рассрочки. Кредиты — это когда вы там проценты оплачиваете, а рассрочка — это когда у вас товарный кредит, и вы, ну, вам бьется эта сумма на части, и вы погашаете там каждый месяц без переплаты. Такое тоже иногда бывает. Может, не во всех странах есть, но тем не менее. Вот. И вы сделаете эту покупку нежданно и негаданно. Почему-то у вас из-за этой покупки даже может быть ссора с кем-то. Ну, допустим, там, если жена купила, муж там будет высказываться. Пока он не узнает условия покупки, либо не узнает, для чего вам это нужно, он может как-то, знаете, там ворчать. Ну, то же самое, если мужчина купил, то жена может поворчать. Но в целом я вижу, что это настолько удачная покупка, настолько выгодная покупка, что вы потом очень долго будете вспоминать этот день, вы будете сами себя благодарить, да, за то, что вы не прошли мимо и что вы эту покупку сделали. Вещь либо очень качественная, либо эта вещь вам очень много раз пригодится, да, вы будете пользоваться, это вам помогает, да, такой вот какой-то гаджет, может быть, домашний помощник, а может быть на следующий день, либо буквально через там день-два очень сильно вырастут цены, и вы скажете: «О, какая я молодец, я купила по достойной цене». Давно прям радуетесь. Я вижу, что покупка в радость вам пойдет и пользу принесет. Вот самое главное. Дальше. Птица на очень длинных крыльях летает над вашей головой. Долгожданные новости, да, потому что долго летела, крылья длинные, издалека, может быть, летела. Долгожданные новости. Летает над вашей головой. Возможно, новости будут приходить, вот знаете, как в круговом порядке, да. Не все сразу, а по чуть-чуть будут капать новости, потому что летает, не садится. Но новости хорошие. Это новости для вас, для вашего будущего. Новости, которые вы долго ждали, либо сомневались, даже, может, переживали, что а вдруг не будет, да, а вдруг все плохо закончится. Нет, хорошо все закончится, и новости придут. Дальше. Нежданно и негаданно. Ну вот я вижу, что вас куда-то приглашают. Приглашают туда, куда вам, ну, либо путь был закрыт, либо, ну, даже как и не мечтали туда попасть. Почему-то такое вот какое-то место, то ли богатое, то ли секретное, то ли как элиточка какая-то. Ну, а может быть, знаете, как круг избранных там только собирался. И вас туда приглашают. Сказать, что вам будет приятно, это ничего не сказать. Но с другой стороны, у вас тут и комплексы вылазят. Почему? Потому что вы такая: а в чем я пойду, да? А вдруг там все в люксе, в брендах, а я, ну, в обычной одежде? А вдруг там на меня косо будут смотреть? Послушайте, не заморачивайтесь, там все люди нормальные, обычные, да? Даже если они там богачи, они будут одеты скромно. И вы идеально впишетесь со своим гардеробом в это пространство, в эту комьюнити, да, в эту группу людей. Поэтому идите в чем есть. Вот в чем есть. Главное, себя приведите туда. Потому что вас там зовут и встречают не по одежке, а именно за ваши способности,
за то, что вы воспитанный, интеллигентный человек, за то, что вы умеете вести себя в обществе, и еще за какие-то заслуги мне идет. Ну вот обратили вы на себя внимание, и вас вот приглашают в такую вот элитную группу, в какой-то клуб для своих. Вот. Не упускайте эту возможность, потому что через этот клуб там дороги открываются. Причем такие крутые дороги, о которых вы даже, наверное, и не знали, и не мечтали. А еще там можно на ракете взлететь. Либо вам, либо вашим близким людям. То есть вот именно то самое нужное и важное знакомство, да, попасть к нужным людям. Вы же знаете, да, что без контактов, без знакомых очень сложно чего-то добиться, либо чего-то решить. Тут либо по знакомству, либо по блату. Да? Вот, а тут сама так судьба решила, и вас зовут, и отказываться вам ни в коем случае нельзя. Это важно. Дальше, мои хорошие, нежданно и негаданно. К вам человек подходит с интересным предложением. Предлагать будут именно вам. Предложение очень интересное, но вы не спешите соглашаться. Почему? Потому что если вы не соглашаетесь, то человек будет поднимать уровень предложения. Да? То есть вам могут там что-то накинуть, какие-то дополнительные бонусы, начисления, зачисления, какие-то более привилегированные условия даже дать. Это может касаться как и каких-то предложений, так и рабочих предложений. Вот. Не спешите соглашаться и не показывайте свой интерес. Наоборот, покажите, что вам скучно. Вы такая: у меня времени нет даже общаться с вами. И человек, чтобы вас остановить и заинтересовать, будет поднимать ставки. Да, умейте воспользоваться ситуацией. В жизни не раз пригодится. Дальше. Почему-то молодой месяц, наверное, момент следующего новолуния. 2 сердца очень громко стучат. Я так понимаю, что это либо свидание, либо влюбленность. Да? Вы понимаете, что вы влюбились, и чувствуете, что человек тоже в вас влюбился. Но у кого-то свидание такое, да, вот, которое очень горячее, очень эмоциональное, романтичное, страстное. Под новой луной это все происходит. Ну, жизнь такая непредсказуемая, да. Сейчас у нас что? Полнолуние, да? Потом будет новолуние. Ну вот за этот короткий срок, скорее всего, кто-то успеет влюбиться, либо кто-то успеет быть очарованным, ну, взаимно очарованным. Но у кого-то свидание состоится. Свидание по сердцу, да. И вы прям скажете: да, это мой мужчина. И мужчина скажет: да, это моя женщина. Сердца просто вот бьются в унисон, да, одинаково. И очень громко, кстати. Хороший знак. Может, вы уже друг другу нравитесь, да, а пока за этот срок вы прям влюбитесь друг в друга. И еще нежданно и негаданно. Кто-то маленький ребенок, либо младший родственник, младше вас по возрасту человек, причем значительно. Да, наверное, это ребенок. Я вижу, что ваш ребенок чего-то добьется, ну, либо младший родственник чего-то добьется, какой-то награды, награждения, медальки, эти грамоты, может быть, какие-то поощрения какое-то идет. Нежданно и негаданно. Скорее всего, вы не ждете, либо вы не очень уверены, что ребенок может там хорошо учиться, либо успешным стать в спорте. Но вот я вижу, что какие-то награды, документы, грамоты, медали, что-то такое. Очень нежданно и очень удивительно, но так приятно. Вот захочется всему миру рассказать, какой у вас там младший родственник замечательный, либо какой у вас замечательный ребенок. Но опять же, помните, да, что не все люди умеют радоваться за других. По большей части люди умеют завидовать, а не радоваться. Дальше. Нежданно и негаданно. Мужчина женщине пойдет на уступки. Причем на очень конкретные уступки. Женщина немножко напряжена, возможно, чувствует подвох, либо мужчину в чем-то подозревает. Но на самом деле мужчина честен. Для мужчины важно сохранить контакт с женщиной, либо сохранить отношения. И вот ради этого он готов будет пойти на любые уступки. Я не могу сказать, гарантировать, вернее, да, выполнит ли он эти уступки. Ну, наверное, будет стараться.
Вот что-то между вами, там кошка пробежала, либо этот мужчина не муж, а, допустим, кто начальник на работе, и у вас сейчас такой конфликт с ним, и он пойдет на уступки, да. Вопреки тому, что он вам там говорил, вопреки вашим спорам, ссорам, там, неприятным моментам, мужчина пойдет на очень серьезные уступки. И это будет правда. Ну, по крайней мере, он будет стараться держать свое слово. Может быть, не все сразу, не все получится, но тем не менее, это очень сильный знак. А женщина такая, знаете, видно, недоверчивая, либо у нее опыт такой, да. И женщина не спешит мужчине верить, а у мужчины прям, знаете, это тряска начинается, нервотряска какая-то. Ну, потому что он чувствует, что это может быть последним разговором, да, потому что все, это вот как точка будет поставлена, как разрублена будет. И он прям уговаривает, за руки держит, вот все, что хочешь, я тебе дам, но только давай вот сохраним либо трудовые отношения, либо брак, либо любовные отношения. Вот как-то так он себя ведет. Да, он будет стараться. Так, еще нежданно и негаданно. Ну, здесь очень похоже на такую тему, как, знаете, треугольники. Но этот треугольник, он как бы еще не состоялся. Вот. Я так понимаю, что на вашего мужа, либо на вашу жену кто-то глаз положил. И вы об этом узнаете. У вас будет время и возможность для маневра, оборонительного маневра. То есть не надо надеяться на то, что у меня там жена порядочная, муж порядочный. Знаете, и на старуху бывает проруха. Вы должны беречь свое счастье, вы должны защищать свое счастье. И мне вот идет, что вам достоверно станет известно, вот как-то, знаете, раскроется информация, скорее всего, ангелы помогают, на упреждение работают, что кто-то положил глаз на вашего любимого человека. И все в ваших руках. Пойдите, не знаю, задницу надерите, ну, либо там патлы немножечко укоротите, да, чтобы не лезли, не разрушали. Действовать на упреждение лучше, чем потом бороться и пытаться все назад вернуть. Нет, вот когда самое вот начало, вот здесь прям такой нервный узел, и если в него ударить, то все может распасться. Может быть, ваш партнер и ни сном, ни духом, да, что он кому-то запал в душу, в сердце. Вот. Ну, а вы проучите соперника либо соперницу, обозначите границы, так и скажете: не лезь, убью, да, либо полезешь, пожалеешь. И все. И соперник, соперница 1000 раз задумается, прежде чем что-то предпринимать. Вообще, знаете, вот чем отчаяннее вы себя проявите, тем больше этот соперник, соперница потенциально испугаются. Скажут: мало ли, там дурочка какая-то, либо дурачок с головой не дружит. А вы можете сказать, что вот у меня справка есть, я могу делать с тобой что угодно. Вот как-то мне идет, что да, напугать. Для вас, конечно, это такая неприятная информация, но опять же, ваш партнер тут ни при чем. Просто кто-то на него положил глаз. И вот если это не пресечь, то могут быть достаточно плачевные последствия. Но опять же, это все от вас зависит. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.